девушек, Анну Сотникову, Анастасию Сунину. Это специалисты по рекламе и общению с клиентами одной из социальных сетей, и они расскажут о таргетированных объявлениях и вообще о том, что это такое и как это может работать, собственно, на благо человечества. Анна и Анастасия, да, я вам сейчас отдам свой микрофон. Мы предлагаем вам, вот у нас обычно выступающий, вот там вот так, в той колонке ближе, отдаем, да, и, собственно... Спасибо. Можно... Точно? Всем доброго вечера. Мы представители московского отдела ВКонтакте. И мы работаем с таргетированной рекламой. Это то, что слева под главным меню. Сегодня мы хотим рассказать, как она может быть интересна не только брендам, не только рекламным отделам, но и всем людям. Мы это придумали на самом деле только вчера. И рассказываем первый раз, надеюсь, будет интересно. Мы хотим рассказать о том, что мы являемся на самом деле самой крупной социальной сетью, и каждый день вы и ваши друзья, соответственно, пополняют наши базы данных. Вот, поэтому вы всегда можете найти друзей, которые живут совершенно в другом городе и живут с вами, допустим, на соседней улице, потому что у нас есть и такой таргет. Как это работает? Ваш друг в свой день рождения заходит в соцсеть. Вместо надоевшей всем рекламы он видит персональное поздравление. С чем поздравляете, как поздравляете, выбираете вы. Но мой совет: почаще меняйте объявление, если за день будет несколько обращений, будет гораздо интереснее. Как это сделать? На самом деле сделать это очень просто, потому что под таргетированными объявлениями вы видите кнопку «Что это?». Вот, вы можете на нее нажать, и, соответственно, вы попадете в личный кабинет, в который вы можете загрузить совершенно любую фотографию, можете загрузить какое-то поздравление. Для того, чтобы поздравить друга с днем рождения, вам нужно таргетировать на дни рождения, на группу, в которой состоит ваш друг. Тоже идея для креатива: поздравлять молодоженов или тех, у кого годовщина свадьбы. Вы выбираете группу, где находитесь вы, эти люди и еще другие ваши друзья. Это будет приятно не только счастливой паре, но и увеличится количество поздравлений. Это будет как подсказка работать. Также, на самом деле, интересное поздравление можно сделать для своих коллег, или можно, например, сделать для учителей, тем более скоро День учителя. Для этого вам нужно поставить таргетинг по занимаемым должностям. То есть вы можете поставить таргетинг на начальника и поставить фотографию своего начальника и поздравить его, сказать ему о том, что он у вас самый лучший. Он это наверняка увидит и обрадуется. Интересно для тех, кто ищет любовь. Теперь вам не надо смотреть много профайлов, писать безответные письма незнакомкам. Теперь вы можете рекламировать себя и писать будут вам. Это очень необычно, никто так еще не делал на самом деле. И вот для девушек, для смелых это тоже подходит, так что держайте. На самом деле, как это работает, опять же, вы можете здесь выбрать и пол, и возраст. Вам нужно выбрать таргетинг на тех, кто находится в активном поиске. Дальше все зависит от вашего вкуса. Вы можете таргетировать, например, на группу «Мисс красоты». Соответственно, молодые люди будут, их фотографии будут показываться самым красивым девушкам Москвы или России. Можно легко собрать ваших одногруппников на встречу. То есть раньше надо было писать письма, запечатать конверт и посылать за 2 месяца. Вот здесь мое объявление, моя группа встречается в понедельник, и сейчас все мои сокурсники видят вот такое милое поздравление, и ссылка ведет на нашу группу, где точно написано, где, что и как. Вы можете на самом деле спросить, чем отличается таргетинг именно от поиска. Но поиск это только для вас, это то, что увидите только вы. Если вы сделаете объявление, то это будет совершенно другой охват, его увидит много людей, увидят ваши друзья. К тому же вы сможете сохранить анонимность, это не просто как написать сообщение, допустим. И это, соответственно, простор для вашего творчества и креатива. Как это работает? У нас есть 3 вида объявлений. Если вам есть что сказать, то выбирайте первый с местом для текста. Если вам вошло фото, то это второе объявление, здесь большая фотография. Но, на мой взгляд, самое интересное – это видеореклама. То есть изначально выглядит как графическое изображение с кнопкой play. И заинтересованный уже пользователь кликает и открывается большой фокус плеер, где вы можете свой хендмейд ролик показать имениннику. Ну, это будет, естественно, очень необычное представление, это можно зашерить, и, естественно, это будет сделано. И все друзья тоже это увидят, такое не забудется, я думаю. Также это подходит для тех, у кого там есть талант и кто хочет проявить его. Можно, например, стать видеоблогером из своего университета и таргетировать именно на университет ваши анализы по поводу актуальных новостей.
И также на группы и отнимать у них какую-то аудиторию. То есть если вы похожи на аудиторию какого-то телеканала, вы тоже пробуйте. Допустим, если у вас есть какой-то питомец, и вы не знаете, как вообще бороться с его вредителем, в смысле пытаетесь отдавать, вот, то вы можете сделать какое-то объявление, вот, и отдать хороших, симпатичных, милых котят или щенков в добрые руки. Соответственно, вы очень быстро найдете им хозяина. Также можете найти работу. Вы можете выбрать группу фирмы своей мечты, и все члены будут видеть, какой вы идеальный работник. А ссылка с этой рекламы будет вести, например, на ваше резюме. То есть можете выбрать и должности, кто должен это увидеть, гендиректор или там кто, и город тоже вашей работы. Также вы можете это использовать для того, чтобы сделать какое-то исследование для своей, допустим, дипломной или курсовой работы. Вы можете поставить на свою группу виджет опросов, и, соответственно, в режиме онлайн вы будете видеть все ответы ваших респондентов, и потом это можете очень здорово использовать в какой-то своей работе, потому что у вас будет живое исследование. Также у нас есть такой виджет, он называется виджет сообщества. Если у вас есть свой сайт, вы можете его установить, и ваши друзья, они смогут подписаться на новости и будут в офлайне получать самые свежие новости от вас посредством СМС. Также у нас можно создать публичную страницу. Вот таким образом вы станете аналогом СМИ социальной сети. То есть вы сможете рассказать о каких-то результатах своего творчества, вот вы сможете вещать, вы сможете полностью наполнять контент этой страницы, вот, что тоже многим будет интересно, вы обретете популярность, это очень здорово. Вот кто-то уже создал. ВКонтакте очень борется за моральный облик вообще страны в целом, и здесь важна культура. Ваше объявление сможет быть пройдено модераторскую проверку, оно пройдет, если только оно будет абсолютно грамотно, если там не будет упоминания алкоголя, курения, наркотиков и других запрещенных веществ, и обращение вот нужно только вежливое, только на «вы». Как этим всем воспользоваться? На самом деле есть очень удобный личный кабинет, в котором есть все эти таргетинги, их порядка 20. Вот, вы все их можете использовать, это все происходит в режиме онлайн. Вот, на самом деле все это очень дешево, доступно всем, совершенно всем людям, и стоит это не дороже, чем подарить, там, допустим, торт или букет цветов. Анна Сотникова, Анастасия Сумина, и у меня есть только один вопрос.